Добрый день, меня зовут Арика Асылбашева. Я являюсь заслуженным деятелем культуры Кыргызской Республики. По профессии я ивентер, я генеральный менеджер ивент-компании Асылбашев Креатив. Кроме этого, я являюсь генеральным продюсером телевизионного шоу «Осман». Самое интересное в нашей профессии то, что этой профессии нигде и никогда не обучают, поэтому сложно сказать, сколько нужно времени, здесь все зависит от практики. Если заниматься этим постоянно, круглогодично, я думаю, через год можно стать более-менее профессиональным ивентером. Но это при условии, что вы год постоянно занимаетесь этим, совершенствуетесь, практикуетесь. Если у вас происходят какие-то ивенты раз в году, то этим можно заниматься всю жизнь, учиться всю жизнь. В моей профессии, я считаю, что моя профессия самая интересная, я просто в нее влюблена. Почему? Потому что каждый проект, он уникален, каждый проект неповторим. И в этом и заключается самый, можно сказать, такой смак профессии ивентера, потому что, например, сегодня мы работаем в гламурном ресторане, завтра мы выезжаем в горы, послезавтра мы можем работать на заводе. И у нас нет ни рамок, никаких ограничений. Мы можем работать как в Бишкеке, завтра уехать в Ош, например, у нас скоро будет мероприятие в Алае, вообще под пиком Ленина. И также мы легко можем работать в Москве и в Алмате. И если у вас есть еще хорошие языковые знания, то вообще нет ограничений. Хороший ивент, он востребован в любом городе и в любой стране. Меня бесит, к сожалению, тот фактор, что мы непосредственно работаем с представителями шоу-бизнеса, с творческими людьми. И есть у них один большой минус, то, что они не очень организованы и часто опаздывают. Просто с этим я ничего не могу поделать, я с этим борюсь, мы стараемся, мы штрафуем иногда, мы разговариваем, мы ездим к ним домой, мы их будем иногда заранее, предупреждаем, но ничего не помогает. И именно этот фактор, на который я лично не могу повлиять, меня сильно раздражает. Это не только шоу-бизнес, это все те, с кем мы сталкиваемся по работе. Но чаще всего это, конечно, творческие личности, у которых очень гибкий график, и они не привыкли жить по четкому расписанию. Знаете, когда мы начинали свой бизнес, это было 13 лет назад, никто даже не знал, что есть такое слово «ивент». И нас называли организаторами, помощниками тамады. И перспектива казалось, что ее вообще нету. Но спустя 12-13 лет я с гордостью могу сказать, что эта профессия стала очень популярной. Спасибо. Сложно сказать, успешная ли, просто на самом деле я мама, жена, воспитываю 4 детей. И свой бизнес ставила очень долго, поэтому сейчас, наверное, можно сказать, что это успешно, но бизнес становился 13 лет. И грех за 13 лет не поставить бизнес, я считаю. У нас совершенно нету какой-то статистики о доходах ивентеров. Если это фрилансер, который работает только на себя, то от $500 до $2-3 тысяч может заработать один ивентер. Если это компания, если это профессиональная, четко растущая компания, группа ивентеров, то их заработки могут исчисляться от $1000 и выше. Единственный минус в том, что это все нестабильно. Вообще по специальности я являюсь международником. Я закончила Национальный университет, институт тогда назывался ИИМО, факультет международных отношений. Я являюсь арабистом и мы также занимались американистикой. В начале своей карьеры я работала переводчиком английского языка. Если честно, я в последнее время часто об этом задумываюсь, и я задумываюсь о том образовании, которое получала я, как сейчас учатся, и у меня у самой взрослые дети. И, между прочим, я бы не настаивала об высшем образовании, я бы вообще пересмотрела систему образования. Я как минимум сейчас часто читаю тренинги молодым людям, вот 9, 10, 11 класс. Я им советую после школы не идти сразу в университет. Я им советую год уехать за границу и посмотреть мир.
поездить, поучиться, поработать официантами, художниками, хоть кем, чтобы они посмотрели мир и поняли, что им интересно. И только после этого поступать, но поступать уже не как бы как, а куда тебя засунули родители, и на что у тебя хватит контракт, или какой там балл по ОРТ вы осилите, а именно туда, куда вам интересно. Вот я вообще даю такой совет, многие родители, наверное, будут меня ругать, потому что я считаю, что многие люди и к 50 годам, некоторые за всю жизнь не могут понять, что им нужно от жизни и кем они хотят быть. А мы требуем от 17-летних детей сделать выбор на всю жизнь. В Кыргызстане надо менять все. Ничего оставлять не надо. У нас остатки Советского Союза, если честно. И это, там, включая даже архитектуры. Ничего того, чем бы мы могли гордиться. Поэтому менять нужно вот с самого фундамента. А фундамент, я считаю, это вот внутреннее «я» именно вот нашего населения. Я в последнее время стала изучать кыргызоведение, нашу Санжиру, и нашла уникальные факты, которые могут возродить именно тот дух патриотизма именно кыргызов. Если 70 лет народу вдалбливать, что они были таким низкосортным народом, они в это поверят. Но на самом деле нужно напомнить о правильной истории кыргызов, их предназначении. Знаете, вот у нас даже сейчас стоит много религиозных вопросов. Очень много молодежи у нас ударяется именно в радикальный ислам. Ислам я очень уважаю, но мне не нравится радикализм. Я считаю, что молодежь – это пустой сосуд, да, наша молодежь. Вот заполнять нужно правильной идеологией. И на данный момент им это заменил ислам. Благодаря вам, мне, может быть, эта информация должна дойти до молодежи, чтобы они задумались и чтобы мы просто не потеряли свою идентичность. Да, многие считают, что мы назвали Асылбашев Креатив в честь своей фамилии. На самом деле это фамилия моего свекра. Асылбашев Мелис Омурбекович является народным артистом Кыргызстана. Он является основоположником кыргызского танца. Он является человеком, который вообще придумал, развил кыргызский костюм. Все движения и кыргызские костюмы, которые вы видите, создал этот человек. Он 40 лет руководил государственным ансамблем танца «Ахмарал». Несмотря на то, что все ругают, я считаю, что Кыргызстан развивается. Несмотря на эту нашу непонятную политическую ситуацию, несмотря на многие факторы, которые тормозят наше развитие, тем не менее Кыргызстан развивается. Вы знаете, трудовая миграция – это неплохо. Сам факт, что они зарабатывают, потому что, не знаю, тот же Китай, тот же Индия – также у них половина населения живут вне страны, это неплохо. И я видела в Москве, в принципе, многих наших соотечественников. Я рада, что я чаще всего их вижу в чистых офисах, в хороших ресторанах. Они работают, они зарабатывают. По крайней мере, они работают. Я очень уважаю молодежь, которая работает. Сейчас идет период глобализации, почему бы не поездить? Многие считают, что ивентеры только делают, что они наряжены, ходят по красным дорожкам и делают селфи со звездами, если честно. У многих есть такое видение в розовых очках, я думаю. На самом деле это не так, потому что будни ивентера довольно-таки скучные. Мы обрабатываем заказы, мы занимаемся оформлением документации, очень много отчетов, если вы работаете с крупными компаниями. Иш-чаралар өткөрүлүүдө. Конечно, очень странное слово, оно вообще не раскрывает, я считаю. Конечно, церемония открытия и закрытия Всемирных игр кочевников 2016 года, это вот наша гордость. Потом фестиваль «Я танцор». Мы за 3 года провели 5 фестивалей, кажется. Этот продукт мы сделали с нуля сами, лично нашей командой, начиная с разработки логотипов и заканчивая букингом зарубежных артистов. Поэтому мы этим очень гордимся. И последнее, наверное, к примеру, в прошлом году у нас было 2 больших ивента.
Могу похвастаться, что за последние 20 лет появился прецедент, когда государство начало доверять свои большие мероприятия частной компании. Именно в этом есть уникальность Кыргызстана, что не все мероприятия, проводимые за границей, будут успешны в Кыргызстане. Самое, я считаю, крутое, что сделал Кыргызстан, что мы никого не повторяем, мы создали свой бренд игры кочевников. То, что хорошо проходит даже в той Алмате, в Кыргызстане будет неинтересно. Да, если честно, конечно, меня никто не спрашивал, но если бы меня спросили бы, я бы вообще руками-ногами была бы против, чтобы отдали игры кочевников. Это тот уникальный продукт, который мы создали сами. Ну, грубо говоря, мы его взрастили и отдали. Он был, я считаю, огромным двигателем развития нашей культуры, туризма, позиционирования на мировом уровне. Возможно, там еще несколько раз, если бы мы провели, он должен был так закрепиться у нас, мы потом могли бы его отдать. Хоть игры кочевников ушли, история кыргызов осталась. Игры кочевников были построены на нашей истории, на нашей культуре. И куда бы они ни уходили, они никогда не будут такими, как в Кыргызстане. В той же Турция будет продвигать свою культуру. А если иностранцам и вообще кому-то интересна история кыргызов, они ее увидят только у нас. Поэтому я рада, что по итогам игр кочевников у нас сейчас открывается очень много мини-туристических дестинаций. Вот недавно я буквально узнала, есть Nomad Adventures Village. На южном берегу открылась, на Крачине у нас открываются такие номад-кемпинги, где иностранцы могут познакомиться с нашей культурой. Насколько я знаю, в этом году президент объявил, что будут игры кочевников в Таласе, но до сих пор я не слышу, чтобы кто-либо готовился к нему. Но судя по тому, что пока нету никакой подготовительной работы, в Таласе пройдет так, на ура, как большой той. Я не могу сказать, что Той плохо или хорошо, но я просто смирилась с тем фактом, что Той является огромной частью кыргызской культуры. И их выжить невозможно. Например, и говорить, что это плохо, тоже я не могу, потому что я зарабатываю на них. И в той индустрии огромная часть Кыргызстана, огромная часть экономики, можно сказать, зарабатывает огромные пласты молодежи, те же рестораны, те же официанты, фотографы, все зарабатывают на этом. Поэтому то это неплохо. Единственное, например, если у меня, я вот сейчас женю сына, почему я не могу собрать своих ближайших родственников? И да, у меня их 150. Кто виноват? Единственное, и я не могу, например, только потому, что, например, кому-то не нравится то, и не звать их, правильно? Это на самом деле часть нашей культуры, и против этого не попрешь. Некоторые Тою превратили такую гонку, там, кто круче. Но хотя это, я считаю, личное дело каждого человека, и почему бы им не сделать, если это их позиция по жизни, они хотят показать свои возможности. Если у них на самом деле такой круг общения, почему бы им не позвать 1000 человек? Я считаю, что это на самом деле личное дело, да? Например, ты купишь большую машину или ты купишь практичную машину? Совершенно неохотно. Я с этим столкнулась еще в 2012 году, когда после всех революций нам пришлось уговаривать мировых звезд приезжать в Кыргызстан, потому что они гуглили и видели у нас революции, почему-то не было апгрейда информации. Как забиваешь Кыргызстан, там как будто вот прямо сейчас идет война. У меня лично ушло приблизительно полгода уговорить многих артистов приехать к нам. Мы прям делали онлайн-съемки, говорили, вот у нас тихо, мирно, у нас все хорошо. И даже до сих пор Кыргызстан не очень привлекательный для артистов зарубежных, потому что у нас очень маленький рынок. Они привыкли собирать стадионы, они привыкли, что приходит масса, они привыкли работать в хороших залах. К сожалению, мы не можем предоставить им это, поэтому к нам приезжают по дороге в Алматы, к нам могут заглянуть, или за большие деньги. У нас нету никаких условий для развития культуры, если честно. У нас по всему городу работает только несколько музыкальных школ и Сейтек, наверное, да, все остальное частное. И поэтому культура развивается, как развивается. Она как бесхозный ребенок, который на улице голышом бегает, но он растет. Он по-своему где научится, там перекусит, там где-то чему-то, он вырастет кем-то.
Но это не такой ребенок, над которым над культурой все вот трясутся, и у нас будет высококультурная страна. Поэтому у нас культура на этом уровне, поэтому у нас харкается на улице, поэтому у нас дерутся, поэтому у нас матерятся. Потому что мы давно наплевали на культуру, и теперь будем пожинать плоды. Положительно, я со всеми с ними дружу. Грубо говоря, благодаря им мы зарабатываем, они зарабатывают благодаря нам. Мы взаимозависимы. А про качество, если говорить, конечно, не все радует. Так как культура у нас не очень, на нее обращали внимание, да, тот же бесхозный ребенок, который бедный растет, как может, он выдает. И мы не можем требовать с них качества, потому что шоу-биз у нас ничем не регулируется, ничем. И каждый артист выдает продукт согласно своему видению мира вообще. А если у них видение мира вот такое, то мы и получаем такой шоу-биз. Когда мы готовимся к большим ивентам, мы тратим очень много сил и энергии к нему. И надо сказать, по окончанию какого-то крупнейшего ивента мы просто вот без сил падаем. И тем более, если ивент прошел не очень успешно, каждый раз есть желание, такое ощущение, что я занимаюсь не тем, и есть желание уйти. У меня несколько раз было уже такое желание, я пыталась даже уйти, меня никто не взял на работу. Сейчас так смешно, конечно, но вот мы пережили 2-3 революции. По полгода, по 9 месяцев мы сидели без работы, у меня были маленькие дети на руках. И потом, когда ситуация более-менее стабилизировалась, пошли заказы, обратно влюбляешься в свою профессию и понимаешь, что от нее никуда не денешься. Какие-то стартапы мы начинали, и все равно по-любому я возвращалась к своей профессии. И сейчас я знаю, что я уже от нее никуда не денусь. Единственное, что можно, оказывается, не уходить от профессии, а расширить ее возможности. И сейчас, последние 2 года, я вот от ивентера перешла на продюсирование. Продюсирование – это такое хобби, с него не зарабатываешь. У нас вообще редко в Кыргызстане кто от продюсирования зарабатывает, если честно. Вот. Но это такое хобби, и такая отдушина для меня, что я могу делиться своими знаниями. Представляете, тот же Мирбек Атабеков будет говорить, все плохо, он является лидером мнений, он является кумиром для многих людей, и он не имеет морального права опускать руки. У меня есть правило жизни, которое я смогла реализовать в своем слогане «Асылбашев креатив, 100% позитив». Наша работа, мы приносим позитив людям, мы приносим радость.